Друзья, мы с вами в столице Республики Саха-Якутия на центральном стадионе Якутска Туймада, где сейчас, буквально через несколько минут, начнется торжественная церемония открытия 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». С вами в эфире комментаторы Саргылана Антонова и Николай Попов. Здравствуйте, дорогие друзья! Я напомню, что ровно 20 лет назад, в 1996 году, по инициативе первого президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева состоялись самые первые игры, в которых, правда, выступало всего 250 спортсменов из 6 стран, и соревновались они всего в 8 видах спорта. Но шло время, число стран-участников и видов спорта постоянно росло, и вот в этом 2016 году на 6-х играх уже 35 зарубежных команд. И также команды из 8 регионов Российской Федерации. Соревноваться они будут уже в 22 видах спорта. И что очень важно отметить, почти 4000 юных спортсменов приехали в Якутск. Не правда ли впечатляющие цифры? Также очень важное обстоятельство. Постоянно в республике растет интерес жителей к этим играм. Да, действительно, сегодня наступил долгожданный день, когда Республика Саха-Якутия вновь принимает у себя лучших спортсменов азиатского континента и регионов России. А это значит, что снова взрыв спортивных эмоций, острейшая борьба, красочное и яркое зрелище. И что самое главное, колоссальный интерес наших якутян видно невооруженным взглядом. У нас построены, работают спортзалы и стадионы, развивается спортивное движение, работают около 40 федераций по различным видам спорта, десятки клубов, объединений, более 50 спортивных школ, училища Олимпийского резерва, 2 института физической культуры и спорта. Вот и сегодня, Николай, как мы видим, трибуны стадиона Туймада заполнены до предела. Это при том, что была произведена надстройка дополнительных трибун, и сегодня он вмещает 12 тысяч человек. Но я думаю, что это лишь малая талика тех людей, которые действительно интересуются спортом. Да, действительно, свободных мест не предвидится, и я уверен в этом, что будут зрители сидеть и в проходах, и стоять, и сидеть в проходах, потому что интерес колоссальный к церемонии открытия. Я помню, я был у вас в гостях в 2008 году, также вел церемонию открытия, и тогда меня уже поразило, как много зрителей собирается на стадионе. Ну, это неудивительно, потому что, как говорят здесь, это уже такой игры «Дети Азии», своеобразный бренд, да, Республики Саха-Якутия. Да, это часть имиджевой политики нашей республики. И действительно, 2016 год он особенный, так как исполнилось 20 лет с момента проведения первых международных игр «Дети Азии». И самое главное, эта идея была признана и поддержана многими известными организациями, в том числе и Международным олимпийским комитетом. И вообще, Николай, я вот хотела бы добавить, что мужественные, сильные люди всегда становились гордостью народа. О них сочиняли легенды, конечно же, пели песни. И, кстати, Север диктует свои условия выживания. Здесь просто необходимо быть здоровым, сильным, ловким, выносливым. И именно поэтому в Якутии такое внимание уделяется спорту. Но я бы добавил, что Якутия – это вообще уникальный регион в мире. Где еще на планете жара летом до 40 градусов, а зимой мороз, по-моему, даже почти ниже... до 70. Да, почти до 70. То есть получается перепад температур больше 100 градусов. Ну, я не представляю, где еще такое возможно. По-моему, это вообще единственный регион в мире, где такое может быть. И при этом что надо сказать? Для того, чтобы жить, работать, творить в таких условиях, действительно нужна подготовка с детства, закалка соответствующая. Нужен спорт. И в первую очередь детский спорт. И вот как раз вот эти игры, они способствовали тому, что стали появляться и замечательные спортивные сооружения. Вот тот же стадион, на котором мы с вами сейчас находимся, он тоже же был построен к самым первым играм в 96 году. Стадионы, множество спортивных объектов, которые появились за эти годы, все это свидетельствует о том, что все-таки поддержка здорового образа жизни, детского спорта, она у нас на государственном уровне. Ну и не будем забывать про такой крайне важный момент, что
молодые совсем спортсмены, а я напомню, что здесь выступают на этих играх спортсмены не старше 16 лет, но могут где-то примерно с 14 до 16 лет, такой возраст участников. Они, естественно, стараются побеждать, они встречаются со своими сверстниками из других стран, для них это, особенно для победителей, это уже такой определенный трамплин в большой спорт. То есть победитель игр, вот этих игр, дети Азии, это уже какое-то звание. Будущий чемпион. И так оно и было, потому что многие те, кто побеждали на самых первых, вторых, третьих играх, они потом становились членами команд, взрослых уже команд своих стран. Они выступали многие на Олимпийских играх, чемпионатах мира. Не просто выступали, а побеждали. Они представляли не только нашу республику как регион, они уже представляли Россию. Да, они представляли Россию, и, кстати, это можно сказать и о представителях других стран, там Казахстан, Монголия, те, кто побеждал на первых самых играх, первых, вторых, третьих, они в дальнейшем полноправные члены своих команд, участники, победители, призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр. Но можно сказать, наверное, по своей сути игры «Дети Азии» напоминают аналогичные юношеские спортивные формы и взрослые Олимпийские игры, но меньшего масштаба. Ну, пока у нас еще пауза, я могу добавить, и это очень важный момент, что и Жак Роге, который был президентом Международного олимпийского комитета, говорил, что вот эти игры «Дети Азии», они стали прообразом юношеских Олимпийских игр, которые первые состоялись в 2010 году. Они как бы посмотрели, что вот в Якутске проходят регулярно вот такие соревнования. Пора провести уже и юношескую Олимпиаду. Действительно, ведь игры дают возможность юным спортсменам Азии встречаться друг с другом на спортивных площадках. Итак, звучат фанфары, и сейчас начнется торжественная церемония открытия, VIP-трибуна. И мы видим на трибуне председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, главу Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова. Здесь же президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков. Спортивных игр «Дети Азии». Ladies and gentlemen, the 6th Children of Asia International Games are about to start in the capital of the Sakha Republic, Yakutia. На церемонии открытия 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. The Prime Minister of the Russian Federation, Dmitry Medvedev. Глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. The head of the Sakha Republic, Yakutia, Yegor Borisov. Первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков. The first Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, the President of the Russian Olympic Committee, Александр Жуков. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый президент Республики Саха-Якутия, основатель Международных спортивных игр «Дети Азии» Михаил Ефимович Николаев. A member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, the first President of the Sakha Republic, Yakutia, the founder of the Children of Asia International Games, Mikhail Nikolaev. Внимание! Начинается парад спортсменов-участников 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Ladies and gentlemen, please welcome the participants of the 6th Children of Asia International Games. Открывает парад
колонна судей шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Парад возглавляет главный судья шестых международных спортивных игр «Дети Азии», судья международной категории, председатель судейской коллегии Республики Саха-Якутия Семен Чердонов. The parade is opened by the judges and referees. Please welcome the chief referee of the games, the chairman of the College of the Judges of the Sakha Republic Yakutia, and an international judge, Semyon Cherdonov. В состав судейской коллегии входят заместители главного судьи игр, судья первой категории Юрий Иванов, судья всероссийской категории Константин Подгорный, город Москва, судья международной категории Салтан Засеев, город Пермь, судья первой категории Николай Ципандин, судья первой категории Сергей Бандеров, судья второй категории Кюнна Назарова. Team of judges are, as deputy chief referees, Yuri Ivanov, a judge of the first category, Konstantin Podgorny, Moscow, a national judge, Sultan Zasayev, Perm, an international judge, Nikolai Zabandin, a judge of the first category, Sergei Banderov, a judge of the first category, and Gunnar Nazarov. Но я могу только добавить, что игры будет обслуживать 756 квалифицированных судей. Секретарь игр И что еще очень важно, будут работать на играх более 2000 волонтеров. Secretary of Judges is the national level judge, Semyon Govorov. Заместители главного секретаря игр судья первой категории Иван Филиппов, судья международной категории Татьяна Давыдова, город Новосибирск. The deputy secretaries of the judges are Ivan Filipov, a judge of the first category, and Tatiana Davidova from Novosibirsk, an international judge. Азербайджанская республика. The Republic of Azerbaijan. Республика Армения. The Republic of Armenia. Исламская республика Афганистан. The Islamic Republic of Afghanistan. Ну вот спортсмены Азербайджана Народная уже третий раз республика принимают участие в Бангладеш. международных спортивных играх «Дети Азии». И Азербайджан будет представлять 40 спортсменов. За Армению выступает 15 спортсменов, за Афганистан одна из самых многочисленных, 38 спортсменов представляют свою страну. Королевство Бутан. The Kingdom of Bhutan. Команда Королевства Бутан третий раз уже принимает участие в играх «Дети Азии». И 11 спортсменов своей страны будут бороться за первенство в соревнованиях по боксу, дзюдо, настольному теннису, стрельбе из лука и тхэквондо. Vietnam. 45 участников из Социалистической Республики Вьетнам. Они будут выступать в 6 видах спорта: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, плавание, тхэквондо и шахматы. Гонконг представляет 40 спортсменов. Олимпия. Греческая республика. Удивительно, но будут принимать участие и спортсмены Греции, юные спортсмены, древняя Олимпия. И почему? Да потому что они, Греция, Олимпия, родина Олимпийских игр. Индонезия. Ну и кроме того, Олимпия – это город-побратим нашей Якутска. столицы. Республика Ирак. The Republic of Iraq. 80 спортсменов из Ирака будут состязаться в честной и упорной борьбе в соревнованиях по боксу, дзюдо, легкой атлетике и другим видам спорта. Йеменская республика. The Republic of Yemen. А ребята из Йеменской республики, их 15, они будут выступать в 5 видах спорта. Пожелаем им успехов на играх «Дети Азии», да и всем спортсменам, кто сейчас на дорожках стадиона. А вот спортсмены из Республики Казахстан участвовали во всех предыдущих играх «Дети Азии». Они радовали своих болельщиков победами во многих видах спорта. The Republic of Kazakhstan. Причем в третьих и в четвертых играх Республика Казахстан занимала 2-е место по количеству завоеванных золотых медалей.
В 5-х играх принимало участие 100 спортсменов из Казахстана. А в этом году, в 2016 году, Казахстан представляет 161 спортсмен. Да, действительно, очень большая команда. Ну что же, пожелаем нашим тюркским братьям побед. Ну вот вы обратили внимание, что разное количество участников, каждый в разных командах. Вот, допустим, Королевство Камбоджа, там ребята будут выступать только в соревнованиях по тхэквондо. Всего лишь один вид спорта, но тем не менее пожелаем успехов спортсменам из Королевства Камбоджа. Ну, кстати, если даже один вид спорта, но если там он хорошо развит, то можно добиваться высоких результатов. Я помню, как на Олимпийских играх 2006 года в Турине спортсмены Южной Кореи выиграли 6 золотых медалей в одном виде спорта, в шорт-треке. И они заняли очень приличное место в общекомандном зачете. Вот что значит один, но хороший И вид один спорта. в поле бывает Да. воин. Один вид спорта. Кыргызская республика. Ну, вот только что прошли представители Китайской Народной Республики. Они 5-й раз участвуют в играх «Дети Азии». Ну и в силу китайского спорта мы прекрасно все знаем, там умеют готовить выдающихся спортсменов, начиная с самого детского возраста. Так что и здесь можно ожидать, что китайские ребята будут достойно представлять свою страну на этих соревнованиях. И сразу же скажу, что 66 китайских спортсменов будут бороться за медали в баскетболе, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе, тхэквондо и художественной гимнастике. Ну что же, мы видели на экранах, как прошла киргизская команда. Она традиционно принимает участие в играх «Дети Азии». И они достойно представили свою родину в 5-х играх в 9 видах спорта. А сегодня это 143 спортсмена. Монголия. Настроение у всех отличное, все в предвкушении очень интересной борьбы. Но понятно, что многие юные спортсмены, для них это первые такие серьезные соревнования. Все немножечко волнуются. То есть должна быть готовность не просто физически хорошо подготовлен спортсмен, но и психологически, чтобы бороться со своими сверстниками из других стран, понять, чего ты стоишь. Ну что же, а мы видим на экранах команду Монголии. Это неизменный участник всех игр «Дети Азии». И действительно, их спортсмены активно и очень результативно участвуют в соревнованиях. 113 сынов и дочерей вольных степей будут состязаться в 17 видах спорта. Команда из жарких Объединенных Арабских Эмиратов. На прошлых играх в 2012 году 18 спортсменов из этой страны достойно представляли ее на соревнованиях по боксу, вольной борьбе, дзюдо, легкой атлетике, стрельбе из лука, шахматам. А в этом году, на прошлых играх было 18, а в этом году приехало уже 59 спортсменов. То есть понравилось им здесь. Королевство Саудовская Аравия. 26 спортсменов выступят в соревнованиях по дзюдо, легкой атлетике и тхэквондо. А вот Республику Сингапур, мы знаем, Представляет. это очень небольшое Да, государство. всего лишь 4 спортсмена, как мы Но видим. само государство небольшое, и количество спортсменов не очень велико. 4 спортсмена будут соревноваться в пулевой стрельбе. Удачи им!
сейчас трибуны встречают дорогих гостей с теплых берегов Средиземного моря, команду из Сирийской Арабской Республики. 31 спортсмен будет представлять эту страну в 6 видах спорта. Баскетбол, бокс, вольная борьба, дзюдо, стрельба из лука и тхэквондо. Вслед за командой Сирии команда Республики Таджикистан. Да, они участвуют в играх уже в 4-й раз. И на прошлых играх спортсмены очень достойно показали себя в соревнованиях по вольной борьбе, дзюдо, самбо. А в этот раз 23 спортсмена будут соревноваться в боксе, вольной борьбе, дзюдо, стрельбе из лука. Ну, про ребят из королевства Таиланд можно сказать, что им очень нравятся эти игры, очень нравится наш город, потому что они уже в 5-й раз принимают участие в соревнованиях на якутской земле. 16 спортсменов из Таиланда покажут, на что они способны в легкой атлетике и тхэквондо. Из республики Туркменистан к нам приехали 147 спортсменов. Ого, прилично. Одна из самых больших делегаций. Демократическая социалистическая республика Шри-Ланка. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Ну и здесь вполне достаточное количество представляет Шри-Ланку. 38 спортсменов. Будут соревноваться в дзюдо, легкой атлетике, плавании, тхэквондо и в шахматах. Ну что же, гости из страны восходящего солнца. 13 японских спортсменов – это футбольная сборная Японии. Мы желаем им ярких впечатлений и блестящих побед. Ну вот после Японии парад продолжит команды из регионов России. И первой появляется команда Республики Башкортостан, которая принимала участие во 2-х, 4-х и 5-х играх «Дети Азии». Они будут участвовать, так скажем, в настольных играх, в шахматах и в шашках. Но наверняка привезли очень сильных ребят, которые постараются в этих видах спорта обыграть всех своих соперников. Ну, теперь горячий привет всем нашим соседям из Да, регионов наши Дальневосточного федерального округа. Тоже 215 большая спортсменов. команда. Очень большая. Пока самая большая, во всяком случае. Но Да, и 17 будет еще видов больше. спорта они представляют. Из 22. То есть практически во всех спортах видах спорта мы их увидим. Ну и, наконец, команда нашей столицы из города Москвы. Ну как же без Москвы? Ну, убежден, что мы станем свидетелями ярких выступлений спортсменов из столицы нашей Родины. 30 представителей Москвы выступят в соревнованиях по плаванию, стрельбе из лука, художественной гимнастике и дзюдо. Но вот до сих пор самой представительной командой была команда Дальневосточного федерального округа. 215 спортсменов. Мы называли эту цифру. Но я уже тогда сказал, что это не самая представительная делегация, потому что сейчас появится команда Сибирского федерального округа. И на гостеприимную якутскую землю прибыло 250 спортсменов из этого федерального округа.
Да, очень представительная делегация. И что очень важно, они выступят абсолютно во всех заявленных в играх видах спорта. Во всех видах спорта мы увидим представителей Сибирского федерального округа. Кстати, вот на прошлых международных детских играх «Дети Азии» приняли участие Никита Кириллов и Катерина Тропина. В дальнейшем их спортивная карьера после участия в наших играх пошла вверх. Они стали многочисленными призерами первенств России, Кубка Европы, призерами всероссийских соревнований и так далее. Ну что же, а победы вот этих 6-х игр Федеральный Сибирский округ хочет посвятить своим ветеранам, героям Советского Союза. Это Дмитрию Алексеевичу Бакурову и Александру Яковлевичу Анцупову. Ну что же, пожелаем им действительно ярких, запоминающихся побед. С восхищением и восторгом я смотрю на переполненные трибуны. Колоссальный просто интерес к церемонии открытия. Я думаю, что такой же интерес будет проявлен к самим соревнованиям, что зрители будут заполнять спортивные залы, спортивные объекты, потому что борьба ожидается очень интересная, тем более, что здесь будет выступать команда Саха-Якутии. Есть за кого болеть жителям этой нашей республики. Да, и от имени нашей республики, инициатора и организатора игр, выступают две команды с общей численностью 434 спортсмена. Это юноши и девушки со всей республики. И, конечно же, мы желаем им удачи и новых побед. Да, это, безусловно, самая многочисленная делегация, но, что называется, кто бы сомневался, да? Ведь не случайно уже 20 лет детский спорт развивается в Якутии. Естественно, эти ребята прошли какой-то достаточно наверняка суровый отбор, чтобы выступать за республику, представлять ее на таких престижных соревнованиях. Вот Якутия-1 Россия, Якутия-2 Россия. Да, мы видим девушек, которые несут таблички с названиями нашей команды. Очень интересные платья, кстати, вот у хостес, да. Они символизируют основные артефакты нашего города. Надо сказать, что и на предыдущих играх команда из Якутии выступала очень здорово, побеждала, множество золотых медалей. То есть привычка побеждать, она вырабатывается как раз вот на этих самых соревнованиях в детском возрасте еще. И они уже пойдут в большой спорт уже уверенными в себе, уже чемпионами азиатских детских игр. Они не просто так. Да, ну и, наверное, нужно добавить, что особое внимание, конечно же, у нас здесь уделяется здоровью юных участников соревнований, их физическому состоянию. И в этом году за медико-биологическое обеспечение сборных команд отвечает Центр спортивной медицины и реабилитации Школы высшего спортивного мастерства под руководством Натальи Владимировны Махаровой. К мероприятиям привлечены 60 медработников, в том числе 24 командных врача, 8 массажистов. Ну что же, я думаю, большое значение имеет, конечно же, и психологическое сопровождение. И Да, оно реализуется сегодня под руководством Василия Васильевича Находкина, кандидата педагогических наук. Вот здесь такое, мне это очень нравится. 24 психолога вот под руководством Находкина, как вы сказали, будут работать. 24. Почему? Да потому что всем этим ребятам нужна поддержка психологическая. Будут же и поражения. И ребят надо в этот момент поддержать, сказать ему, что не бывает побед без поражений.
И вот, то есть для психологов здесь непочатый край работы, что называется. Потому что действительно ребята все разные. Кто-то очень уверен в себе, кого-то наоборот нужно настроить соответствующим образом, поддержать в моменты, тяжелые моменты поражений. Так что психологи Потом это перемена очень здорово. климата, часовых поясов. Все это, конечно же, сказывается на психике юных спортсменов. Конечно. Нужно их обязательно поддержать, да? Ну, взять хотя бы юных спортсменов, которые приехали к нам из Сирии. Даже война не помешала участию Конечно, их конечно, в этих да. соревнованиях. И, естественно, их надо именно психологически поддерживать в таких ситуациях. Это Я очень слышала, что справедливое ваше замечание. вот руководитель одной команды Сирии, он говорил о том, что часть ребят, которые приехали сюда, они, в принципе, там на родине остались без крова над головой. Но, тем не менее, они решились, они приехали. Можно только порадоваться за них и Да, и удивиться. помочь им в случае чего, стойкому и чувству, поддержать их, чтобы они желанию чувствовали себя как дома. Участвовать. Да. Очень впечатляющее зрелище. Конечно, это чем-то напоминает церемонию открытия больших Олимпийских игр. Тоже большое количество участников, переполненные трибуны. Ну и это я знаю наверняка, и вы, конечно, это подтвердите, что церемония открытия всегда вызывала в нашем городе колоссальный интерес, потому что всегда что-то было неожиданно, что-то интересное, режиссерские находки, замечательная хореография, замечательные постановки. Все это мы, кстати, с вами увидим уже очень скоро. Начнется... Да, и многие, скажем, действия держались в секрете. Это была задумка режиссерская. Я думаю, надо заинтриговать наших телезрителей, чтобы да, они не отходили от экранов. Совершенно верно, потому что оставались с нами. концовка будет очень интересной. И то, что будет проходить на озере Сайсары, держалось до сегодняшнего дня в секрете. И мы до сих пор не знаем так всех подробностей. Но вот после того, как зажжется олимпийский огонь на стадионе, будет еще продолжение. Очень интересное продолжение. Все с фотоаппаратами. С телефонами. Они пытаются телефонами, запечатлеть да, самые конечно, яркие потому моменты открытия. И потом хвастаться перед друзьями, перед родственниками. Вот я побывала на открытии. Это было нечто. Да, представителей диаспор мы видим на трибунах стадиона Туймада. Кстати, более 120 национальностей проживают у нас в Якутии. И я думаю, что представители диаспор приняли самое активное участие в подготовке встречи спортсменов, организации их досуга. Вот когда вы в начале нашего репортажа сказали о том, что вот этот день ждали, так это не просто слова, потому что вот эти переполненные трибуны говорят о том, что действительно ждали этого дня, и вот пришел чуть ли не весь город сюда, но не пришли только кто не смог попасть, потому что все-таки ограниченное число 12 тысяч, хотя мы с вами говорили, что, безусловно, тут намного больше людей. Вот. Мест, Да, естественно, им приходится никаких нет, стоять в проходах, но и стоячих сидеть мест, на по-моему, уже ступеньках, тоже но нет. тем не менее, все равно это вызывает у них очень стойкое желание побывать на открытии. Посмотрите, вот панорама зрителей, и мы видим, что очень многие стоят, просто потому что уже все места заняты. Наверняка многие пытались и прорваться, да? Билеты-то уже закончились, но тем не менее очень хотелось многим посмотреть. Ну и тут на помощь приходит телевидение. Уже те, кто не смог попасть, смогут всю эту картину видеть воочию в прямом эфире. Да, кстати, на Николай, экранах. давайте расскажем о том, что торжественную церемонию открытия можно будет увидеть на наших 3 республиканских каналах. Это национальной вещательной компании «Саха», на канале «Саха-24», на канале «Мамонт». Ну и кроме того, вы представляете федеральный канал «Матч ТВ». Да, и надо сказать, что нас смотрят сегодня не только жители Саха-Якутии, нас смотрят многие регионы России. И, естественно, те
регионы, которые здесь представлены, дети, их родственники, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, все будут смотреть. Нас смотрят в 5 странах, потому что всем интересно. Ну вот, понимаете, вот 20 лет прошло, и вот уже вышли на такой уровень грандиозный, что уже смотрит нас полмира. И смотрят Да, с а интересом. журналисты обеспечивают возможность, да, вот я, например, слышала, что 556 журналистов, 52 организации средств массовой информации со всего мира ежедневно будут освещать ход 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Ну, а, конечно же, ответственность за телевизионное освещение международных спортивных игр полностью возлагается на национальную вещательную компанию «Саха». Ну, знаете, что я бы хотел сказать? Вот сейчас как бы завершается первый этап вот этих игр «Дети Азии». Что я имею в виду? Вот до сих пор все игры проходили раз в 4 года в Якутске. Но они вызвали в Азии в основном, конечно, такой огромный интерес. Все, естественно, наблюдали, смотрели, что из этого выйдет. И теперь все хотят тоже проводить у себя. После того, как игры зарекомендовали себя, Да. да, действительно стали составной частью имиджа республики, России. Действительно, люди во всем мире заинтересовались. Они уже хотят видеть игры на себя, своей территории. Да, себя. И я так понимаю, что сейчас даже идет такая борьба за то, чтобы провести следующие игры. Ведь следующие игры уже пройдут в другой какой-то стране. Пока еще этот вопрос в стадии решения. Ну, претендентов было много. Но затем все четные игры будут проходить снова в Якутске. Ну, а вот мне подсказывают, что следующие игры, я не знаю, насколько это, наверняка уже вопрос решенный, раз подсказывают, что они пройдут в Монголии. Это будет у нас 2020 год. Но 2024 снова Якутск. И опять еще через 8 лет снова все будет проходить в Якутске. Этим как бы дань такая отдается тем, что были первопроходцы, город Якутск. И действительно заслужили того, чтобы проходить. И еще более того, вот когда будут проходить следующие игры в Монголии, то на озере Сайсары будет зажигаться на время проведения игр в Монголии огонь этих игр. И он будет гореть на протяжении всех соревнований в Монголии. Это тоже дань уважения основателям этих замечательных соревнований. Николай, ну что же, вы приоткрыли частичку все-таки секрета того действия, которое будет происходить сегодня на нашем священном озере Постепенно будем приоткрывать. Сайсары. Но, тем не менее, я думаю, что мы таким образом будем подогревать интерес наших Совершенно телезрителей. верно. Уже в нашем репортаже слово «Сайсары» не один раз прозвучало, и прямо скажем, что это все не случайно. Потрясающая картина. Ну вот, можно только позавидовать. Взрыв буквально ярких красок. Да, это нечто. Смотрите, глаза людей, с каким интересом они наблюдают за тем, что происходит. И пришли сюда на стадион со совсем маленькими детьми ведь. Правильно. Для этого создавались эти соревнования, чтобы детей... Вот смотрите, видите, там маленький ребенок на плечах у своего папы, и он будет, раскрыв широко глаза, наблюдать, что же это такое. И ему отец расскажет потом, что где мы были, и он уже будет знать, он в возрасте, там, сколько ему, 2-3 года, может быть, 4, он уже знает, что вот такие соревнования есть. Если я буду тренироваться, я тоже, может быть, когда-нибудь попаду в сборную своей республики и также буду выступать. В этом-то весь смысл происходящего, глубокий смысл. Планета всем, и малым, и большим. А мы вам, дети милые, поможем. Мы лишь для вас свой трудный путь вершим.
Приближается завершение церемонии парада, и очень скоро начнется официальная часть торжественной церемонии открытия 6 международных спортивных игр «Дети Азии». Вы знаете, вот и это часто бывает и на больших олимпиадах. Вот идет церемония открытия. Казалось бы, соревнования должны начаться только завтра. Ничего подобного. Уже сегодня были разыграны первые медали этих игр по вольной борьбе. То есть уже, так сказать, взялись всерьез участники, уже борьба началась. И, естественно, она будет продолжаться завтра, послезавтра и так вплоть до 16 июля. Вот вольная борьба, уже медали разыграны, но и в некоторых видах спорта уже начались предварительные соревнования. Вот та же художественная гимнастика. Сегодня гимнастки провели первые предварительные отборочные соревнования к финальной стадии. То есть набирает постепенно обороты. Так сегодня началось, завтра продолжится, затем третий день. И в конце концов все арены будут заполнены. И все, что происходит, все это можно будет увидеть на телевидении, на наших каналах. Николай, я добавлю, что сегодня в спорткомплексе «Мадун» в рамках игр «Дети Азии» прошли соревнования по пауэрлифтингу среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата. И золото досталось 2 представительницам Якутии. Это тоже крайне важно. Вот хорошо, что вы об этом сказали. Это действительно очень важно, что здесь даже для спортсменов с ограниченными возможностями есть возможность проявить себя. И это можно только приветствовать. Это очень здорово. Слово для приветствия предоставляется главе Республики Саха-Якутия Егору Афанасьевичу Борисову. The head of the Sakha Republic Yakutia, Yegor Borisov. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые спортсмены и представители команд, уважаемые якутяне, дорогие друзья! Honorable Dmitry Anatolyevich, dear athletes and team representatives, dear Yakutian people, dear friends. Вот и настал этот долгожданный, радостный вечер, грандиозный, яркий праздник детского спорта, мира и дружбы снова пришел на древнюю землю Аланхо. The long-awaited and joyful evening has begun. Grand bright festival of children's sport, peace and friendship comes to the ancient land of Olonho again. От имени многонационального народа нашей республики сегодня я снова говорю всем гостям: добро пожаловать в Якутию, добро пожаловать в край алмазов, вечной мерзлоты и горячих сердец живущих здесь людей. On behalf of the multinational people of our republic, I declare to all the guests, welcome to Yakutia. Welcome to the region of diamonds, permafrost, and warm hearts of the people who live here. Ровно 20 лет назад, в честь столетия олимпийского движения, родилась скромная идея организовать международные соревнования для юных спортсменов. Мы не ставили перед собой великих задач. Единственной целью игр «Дети Азии» была забота о подрастающем поколении, о его благополучии, воспитании, духовном и физическом здоровье. The modest idea to organize international event for young athletes was born in honor of the anniversary of the Olympic movement 20 years ago. The sole purpose of Children of Asia Games has been taking care of the younger generations, their welfare, upbringing, spiritual and physical health. Но спорт всегда являлся мощным объединяющим началом. Честная спортивная борьба
стирает границы, сближает людей самых разных национальностей и вероисповеданий, ставит превыше всего общечеловеческие ценности. И, наверное, поэтому игры «Дети Азии» за короткое время приобрели популярность на всем огромном азиатском континенте. But the sport has always been a powerful rallying point. Open competition blurs the boundaries. It brings people of different nationalities and religions together. It puts above all human values. And probably this is the reason why the Children of Asia Games became popular in a short time in the whole vast continent of Asia. Игры «Дети Азии» вышли за рамки спортивного события. Они стали площадкой для широкого культурного обмена и теперь по праву служат одной из реальных опор для развития евразийской интеграции. Children of Asia Games have spread beyond the sporting event. It has become a platform for a broad cultural exchange, and now it's a real support for the development of the Eurasian integration. Якутия, как учредитель этих прекрасных соревнований, чувствует свою меру ответственности. И мы постарались сделать все, чтобы шестые игры, как и раньше, прошли на самом высоком уровне и оставили у всех гостей незабываемые впечатления. Yakutia, as the founder of the great competition, takes all responsibilities. But we made everything to hold the event at the highest level for the best memories of our guests. Игры «Дети Азии», рожденные в России, на благодатной якутской земле, уже имеют свою богатую историю. Многие ребята, окрыленные успехами на этих играх, в дальнейшем достигают больших высот на самых престижных соревнованиях во взрослом спорте, становятся победителями и призерами Олимпийских игр. Children of Asia Games was founded in Russia on the fertile ground of Yakutia, and games already have a rich history. Many young athletes were inspired by the success at these games to reach the great heights in the most prestigious competitions in the adult sports. They become winners and prize winners of the Olympic Games. Продолжая славные традиции на Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Якутию будут представлять и защищать честь Российской Федерации наши спортсмены Василий Егоров, Аял Лазарев, Сардана Трофимова, Анастасия Диодорова, Владимир Баланец, Степанида Артахинова. И вот буквально час назад мне сообщили, что тренерский совет принял окончательное решение о том, что в состав сборной России включен борец вольного стиля, двукратный чемпион мира Виктор Лебедев. The Russian Federation will be represented at the Olympic and Paralympic Games in Rio de Janeiro by the Yakutian athletes. Vasily Yegorov, Ayal Lazarev, Sardana Trofimova, Anastasia Diodorova, Vladimir Balinets, Stepanida Artakhinova. And just 1 hour ago, I was informed that the coaching board has taken a final decision to include to the Russian wrestling team a two-time world champion Viktor Lebedev. Уважаемые друзья, дети Азии получили признание мировой спортивной общественности и доказали, что необходимы тысячам мальчишек и девчонок, которые делают первые шаги в большом спорте. География игр расширяется. Следующие игры, седьмые игры «Дети Азии» состоятся в Монголии. Мы гордимся тем, что в обозримом будущем они обойдут и другие государства, чтобы в это непростое время сделать нашу планету добрее и терпимее. The Children of Asia Games have been recognized by world sports community, and it proved that it's necessary for thousands of boys and girls who make their first steps in big sports. The game's geography is expanding. The 7th Children of Asia Games will be held in Mongolia. We are proud that it will be bypassed to other states in the foreseeable future to make our planet a kinder and more tolerant place in this difficult time. Благодарю всех, кто всегда поддерживал нас в этом начинании. Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина,
правительство Российской Федерации, Международный Олимпийский комитет, Олимпийский совет Азии, Олимпийский комитет России, Международную организацию ЮНЕСКО. Спасибо всем за возможность проведения этого спортивного праздника. I express gratitude to everyone who has always supported us in this endeavor. The President of the Russian Federation, Vladimir Putin, the government of the Russian Federation, the International Olympic Committee, the Olympic Council of Asia, the Russian Olympic Committee, and UNESCO organization. Thank you all for making sport event. Хотел бы также торжественно объявить о том, что компания «Алроса», главный спонсор игр, поддержала нашу идею и присвоила найденному недавно в Якутии крупному алмазу весом 207 карат имя «Дети Азии». Отныне этот самый чистый и самый крепкий на земле камень навсегда станет символом наших игр. I would like to officially announce that Alrosa Diamond Company, the main partner of the Games, has supported our idea to name a recently mined large diamond by the name Children of Asia. From now on, the purest and the most solid stone in the world will be a symbol of our Games forever. Желаю всем юным спортсменам здоровья, удачи, красивых побед и новых открытий. А нам, гостям и зрителям, отличного настроения и моря позитивных эмоций. И пусть на разных языках звучит и разлетается по свету девиз игр Азии, «Дети Азии», от дружбе, спорте к миру на земле. I wish all luck and victory. Саха народа таптыр, Азия оғылырың, оңыларығар, ұрой! 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 I wish all young athletes health, good luck, beautiful victories, and new discoveries. And also I wish excellent mood and positive emotions to the all guests and audience. And let the motto of the Children of Asia Games sound in different languages and scatter all over the world, from friendship in sports to peace in the world. I wish you all luck and victory. Glory to the Children of Asia Games. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, президенту Олимпийского комитета России Александру Дмитриевичу Жукову. The first Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, the President of the Russian Olympic Committee, Alexander Zhukov. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, дорогие друзья, уважаемые участники соревнований, гости, разрешите мне поприветствовать вас от имени Олимпийского комитета России. Honorable Dmitry Anatolyevich, dear participants and guests, on behalf of the Russian Olympic Committee, I'm glad to welcome the organizers and participants at the 6th Children of Asia Games. Столица Республики Саха-Якутия уже в 6-й раз гостеприимно открывает двери для юных спортсменов со всего мира. The capital of the Sakha Republic, Yakutia, hospitably opens the doors for young athletes from around the world for the 6th time. О значимости этих соревнований лучше всего говорит тот факт, что «Дети Азии» проводятся под патронатом Международного Олимпийского комитета и ЮНЕСКО. The significance of this event could be resolved by one fact. The Games are being held under the patronage of the International Olympic Committee and UNESCO. География игр «Дети Азии» – это 36 стран, начиная с Азербайджана, заканчивая Японией. Впечатляет и программа соревнований. За медали в 22 видах спорта будут бороться более 2500 спортсменов. The geography of Children of Asia Games is more than 26 countries, starting with Azerbaijan and ending by Japan.
and more than 4,000 athletes will be competing for medals in 22 sports. Очень важно, что для многих молодых спортсменов Дети Азии становятся одним из главных спортивных событий в жизни и трамплином в большой спорт. It's very important that for many young athletes, Children of Asia Games have become one of the major sporting events in their lives and a springboard to the big sports. Участниками игр в разные годы были такие известные спортсмены, как олимпийский чемпион 2012 года дзюдоист Арсен Галстян, серебряный призер игр в Лондоне гимнастка Дарья Дмитриева, бронзовый призер игр в Пекине боксер Георгий Балакшин и многие другие наши олимпийцы. The participants of the games in different years were such famous athletes as Olympic champion judoist Arsen Galstyan, a silver medalist in London gymnast Darya Dmitrieva, the Beijing bronze medalist boxer Georgy Balakshin, and many other Olympians. В этом году Дети Азии предваряют Олимпийские игры в Рио, что лишний раз подчеркивает близость и общие задачи этих двух спортивных форумов. This year, Children of Asia Games is preceded by the Olympic Games in Rio, which underlines the closeness and common tasks of these two sports forums once again. Не сомневаюсь, что международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе, подарят всем участникам радость общения со старыми друзьями и новые знакомства, а долгожданные победы станут заслуженной наградой за труд и упорство. I have no doubt that the 6th Children of Asia International Sports Games will be held in a fair, uncompromising struggle, and it will give all participants the joy of fellowship with old friends and new acquaintances. And a long-awaited victory will become a well-deserved reward for the work and perseverance. Желаю всем участникам соревнований крепкого здоровья, удачи и высоких спортивных результатов. I Успехов! wish all participants good health, good luck, and high results. Thank you. Внимание! На стадионе Туймада имени Николая Тарского флаг международных спортивных игр «Дети Азии». Your attention for the flag of the Children of Asia International Games. Флаг несут трехкратный победитель первенства мира и Европы, пятикратный победитель первенства России по стоклеточным шашкам Анатолий Протодьяконов, Республика Саха-Якутия, Россия. Anatoly Protodyakonov, 3 times world and European champion and 5 times a Russian champion at international drafts, carries the flag. Серебряный призер чемпионата мира 2015 года среди юниоров по дзюдо Басан Цурен Ойдовчемет, Монголия. Silver medalist at the World Youth Judo Championship 2015, Basan Surin Oydokchimir, Mongolia. Чемпион Республики Казахстан, победитель международного турнира в городе Тбилиси, бронзовый призер международного турнира в городе Баку, Тойбай Дамир, Казахстан. The champion of the Republic of Kazakhstan in 2015 and 2016, winner of the international tournament in Tbilisi, bronze medal winner at the international tournament in Baku, Tobay Damir of Kazakhstan. Победитель 7-й спартакиады учащихся России 2015 года, победитель первенства России 2016 года по плаванию Дарья Васькина, Москва, Россия. Master of Sports, medalist of the 7th Russian School Olympics 2015, winner of the Russian Championship 2016, Darya Vaskina, Moscow, the Russian Federation. Чемпионка Сирии, призер юношеских игр Сирии, призер чемпионата Ирана по настольному теннису, Зена Асад Намир, Сирия. The champion of Syria, prize winner at the Syrian Youth Games,
prize winner at the championship in Iran of table tennis players, Zina Asad Namir, Syria. Трехкратный чемпион игр Совета сотрудничества арабских государств по плаванию Йосеф Аль-Хосани, Объединенные Арабские Эмираты. 3-time swimming champion at the League of Arab States Gulf Cooperation Council Games, Yosef Al-Qassani of the United Arab Emirates. Гимн международных спортивных игр «Дети Азии». The anthem of the Children of Asia International Games. Флаг шестых международных спортивных игр «Дети Азии» поднят. The flag of the 6th Children of Asia International Games has Ну, а been гимн игр raised. «Дети Азии» прозвучал в исполнении народного образцового ансамбля песни и танца «Канчеэри» Усть-Алданского улуса. От имени участников шестых Вот международных наступает очень важный момент, все как на Олимпийских играх, клятва спортсмена. Восточного федерального округа, серебряному призеру всероссийского турнира, бронзовому призеру первенства России по боксу Анастасии Павловой. Taking the oath on behalf of all the athletes of the 6th Children of Asia International Games, Anastasia Pavlova, silver medalist of the Far Eastern Federal District, silver medalist of the national tournament, bronze medalist of the Russian Championship in boxing. От имени всех спортсменов, участников шестых международных спортивных игр «Дети Азии» торжественно клянусь выступать на играх с полной отдачей сил, показать высокое спортивное мастерство, высоко нести честь спортсмена и бороться за победу честно, уважая достоинство соперника,
соблюдать все правила соревнований во славу спорта и во имя чести своих команд. On behalf of all the athletes and participants of the 6th Children of Asia Games, I swear to compete with passion to the best of my ability, to attain victory honestly, respecting my opponents in the full spirit and high honor of the athlete. Слово для торжественной клятвы предоставляется заместителю главного судьи игр, судье первой категории, председателю судейской коллегии Федерации стрельбы из лука Республики Саха-Якутия, мастеру спорта России по стрельбе из лука Ивану Юрьевичу Негнюрову. The Deputy Chief Referee of the Games, First Category Judge, the Chair of the Panel of Judges of the Archery Federation of the Saha Republic Yakutia, one of Russia's Masters of Sports in Archery, Ivan Negnyurov, will take the oath on behalf of the judges. От имени судей 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» торжественно клянусь выполнять обязанности с высокой ответственностью, уважая и соблюдая международные правила соревнований, создать все условия для честной спортивной борьбы в достижении высоких спортивных результатов. On behalf of the judges of the 6th International Children of Asia Games, I swear to fulfill my duties with responsibility, to respect and observe the rules of international competition, and to create the right conditions for fair competition and fantastic results. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. The Prime Minister of the Russian Federation, Dmitry Medvedev. Привет, Якутск! Hello, Yakutsk. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, приветствую участников и гостей 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». В этом году мы отмечаем их 20-летие. Для детских игр это, конечно, солидный возраст. Я всех поздравляю с этой датой. Dear ladies and gentlemen, dear friends, I welcome the participants and guests of the 6th Children of Asia International Sports Games. This year we celebrate its 20th anniversary. This is a considerable age for children games. I congratulate all of you on this anniversary. У игр особый статус. Они проходят под эгидой Международного олимпийского комитета. Россия, где любят и уважают спорт, гордится тем, что принимает такие важные соревнования. Многие юные спортсмены, которые заявили о себе здесь, в Якутии, уже действительно вошли в спортивную элиту не только Азии, но и всего мира. А сами игры стали глобальной площадкой для продвижения идей олимпизма. The Games have a special status. They are held under the aegis of the International Olympic Committee. Russia loves and cherishes sports and is proud to host such an important competition. Many of the young sportsmen that became famous here in Yakutia are already a part of sports elite not only of Asia but of the whole world. And the Games have become a global platform for the promotion of Olympic ideas. Дорогие друзья, дорогие ребята, вам предстоит состязаться в 22 видах спорта. А международные соревнования такого уровня – это прекрасный шанс для начинающих спортсменов проявить себя и, конечно, встретить новых друзей. Не сомневаюсь, что вы этим воспользуетесь, ведь здесь собрались почти 3000 ребят из 4 десятков стран. Это абсолютный рекорд для игр Азии, но я уверен, что этот рекорд далеко не последний. Dear boys and girls, you will compete
in 22 sports. An international competition of such level is a great opportunity for young sportsmen to challenge their skills and, of course, to make new friends. I have no doubt that you will make full use of this opportunity, for here present are almost 3,000 boys and girls from around 40 countries. This is an absolute record for the Children of Asia Games, and I'm sure not the last one. Вы действительно пример для миллионов сверстников. А это значит, что все большее и большее количество ребят будет приходить на спортплощадки, на спортивные школы приходить. You are an example for millions of boys and girls of your age. It means that more and more of them will come to sports sites and sports schools. Все, кто здесь собрался, прошли самый серьезный отбор. Вам потребовалась не только прекрасная физическая форма, но и целеустремленность, сила духа. Несмотря на то, что здесь действительно юные спортсмены, вы все эти качества проявили, как и положено настоящим спортсменам. I know that all of those who are now here in Yakutsk made it through harsh preliminaries. You needed not only good physical conditions, but also commitment and stamina. Despite your young age, you were able to demonstrate it, as all the authentic sportsmen should do. Впереди 12 дней соревнований. Я желаю вам в полной мере воплотить в жизнь известный олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». You have 12 days of competitions ahead. I wish you to fully put into action famous Olympic motto, Citius, Altius, Fortius. Объявляю 6-е международные спортивные игры «Дети Азии» открытыми. I declare open 6th Children of Asia International Sports Games. Подошла к концу официальная часть церемонии открытия, а впереди у нас театрализованное представление. И хочется сказать несколько слов о том, что мы сейчас увидим. Дело в том, что существует уже такая традиция, что игры «Дети Азии» сопровождаются церемониями открытия и закрытия в форме театрализированных представлений и концертов. Все эти представления основаны на образах самобытной культуры народов Якутии, России и мира. Все они несут идеи добра, призывают народы к единству. Ну и продолжая эту традицию, церемония открытия 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» основывается на северной мифологии, символах и образах культуры народов Якутии. Да, добавим, что режиссер-постановщик церемонии открытия Сергей Потапов, заслуженный деятель искусств нашей республики, ученик великого режиссера Марка Захарова, обладатель национальной театральной премии «Золотая
«Маска». И зрителю Сергей знаком и как режиссер кино, фильмы которого не раз становились лауреатами международных кинофестивалей. Все работы Сергея Потапова и в кино, и в театре отличаются своеобразным творческим почерком. Это всегда нестандартно, очень эмоционально и неожиданно. Над созданием сценария церемонии открытия шестых игр работали уже заявившие о себе авторы Татьяна Егорова и Гела Красильникова. Ну, а в том, что сегодня нас ждет нечто удивительное и далекое от стереотипов, можно уже судить по оформлению поля стадиона. Вот что вы сейчас видите на экранах, понятно, что будет что-то очень интересное. Автор художественного решения – художник-постановщик Михаил Егоров, сценограф. Его работы в спектаклях Саха-театра и театра Аланхо также не раз удостаивались престижных международных премий. Ну а над созданием особой стилистики постановки также работали художник по костюмам Сардана Федотова, художник Саха Академического драматического театра и главный балетмейстер, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Людмила Антипина и молодой композитор Иннокентий Сивцев, автор оригинальной музыки, написанной специально для вот этой самой церемонии открытия. Да, Николай, наверное, добавим, да, что вот постановщики нам рассказали, что театрализованное представление церемонии открытия в пластических эмоциональных картинах, презентациях создает цельный образ Якутии от мифологической древности до наших дней и даже фантастического видения грядущего. И хотим заранее сказать, что в представлении принимают участие более 2500 человек. Будут использоваться пиротехнические, световые, дымовые эффекты. Словом, будет очень и очень интересно. И вот сцена первая, называется она «Рождение звука». Давным-давно, еще до появления всех трех миров, были только мрак и тишина. Вначале появился звук. Звук волнами разошелся по Вселенной и разделил ее на части. Так в темноте возник свет. Вместе звук и свет явили гармонию, которая наполнила собой все последующие творения. Из гармонии родились на свет три души. Легкая и чистая – воздух душа, крепкая и сильная – земля душа, любящая и верная – мать душа.
композиция называется «Юскут». Вокалистка Варвара Степанова, она преподаватель фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа имени Марка Жиркова, и она же лауреат международных конкурсов. Из темноты появившийся свет, сияй, дыханием теплым мрак развей, струями чистых вод пустоту заполни, животворящей силой разлейся, словом в тишине зазвучи.
Ram, Oroi Hayakal, Золотую навес воткните, чашу изобильной жизни наполните, священный дом обоснуйте, от зла и скверны его очистив, жертвенный очаг затеплите, солнечного коня обуздав, в веках его почитайте, через него всех богов, создателей помните. Острое оружие создав, друг против друга его не поднимайте, красоту срединного мира приумножайте. Пусть умысные чаши в поднятых руках множатся, пусть вечно хамусом звук звучит ваша речь. Прозвучало таюк благопожелания главы якутского пантеона Юрия Антайона, который исполнил актер Академического драматического театра Иннокентий Дакаяров, заслуженный артист республики. И внешностью, и умом, и силой человек был подобен Создателям. Боги даровали ему чашу жизни, полную плещущую через край, дали наказ почитать богов, поднимая в честь них первый кубок Чорон. Отдали человеку весь серединный мир во владение, одарили своей благодатью, благословили. Стал человек обживать серединный мир, плодиться, умножать богатство и скот, во всем следуя заветам верхних Аи, вознося им молитвы в их честь, устраивая великий праздник Исаах. Так и жил человек, ни в чем не зная нужды, не ведая горя и лишений. Все, что хотел, получал от богов. Для защиты от стужи сотворили ему теплый балаган, для сохранения в летний зной прохладную уросу.
Мы видим на экранах представителей этнофолк-группы Германа и Клавдии Хатылаевых, барабанщики. Клавдия и Герман Хатылаевы – знаменитые якутские этномузыканты. И они уже долгие годы занимаются возрождением древних музыкальных традиций якутов. Их коллектив исполняет музыку не только на хамусе, но и на табыке, дунуре, капсюрах. Эти инструменты, как и мастерство игры на них, долгое время считались утраченными. Начинается пластическая композиция черная и белая. На поле вылетает черная птица, образ темного начала в человеке. Ну а белая птица – знак небесной чистоты, всего прекрасного и светлого. Черные и белые птицы летят навстречу друг другу, сталкиваются и затем превращаются в одну большую вселенскую птицу. И все это рождает новую гармонию, как единство двух противоположных начал. Движение черного и белого трактуется как вечное противоборство темного и светлого в природе человека, культуре и в самом ходе истории.
вот этот момент случился. Черные и белые птицы прилетели навстречу друг другу, превращаются в одну большую вселенскую птицу. Мы видим, что картина птицы соединяется в круг и превращается в картину солнца. Ортотуру баран дойдуголок сойбут. Арғағыттан тәйіннәқ айы аймаға. Көксүттен көнтөстөк, күнір көн ұлуын, уран қай саха ұжордара. Кехе болар кәскілбеттен үйді, уран қай болар, уғур тәнiyер урақпыт урулунна. Төрір оғабыт төлкөлөннің, итер сөйбіт, Басылык воздевает к небу чаран с кумысом и обращается к Богам. Господь, белый Создатель, настал день Твоего поминовения. Я, созданный Тобой человек, почитаю Тебя через огонь солнца. Урул Айхал. Господь, белый Создатель, настал день Твоего поминовения. Я, созданный Тобой человек, почитаю Тебя через огонь солнца. Обращение предводителя рода отсылает нас к легендарному первопредку народа Саха, Эляю, первому устроителю эссеха, основателю культа коня у якутов. В роли предводителя рода человеческого заслуженный артист Республики Саха-Якутия Петр Садовников, актер Саха-академического драматического театра имени Платона Аюнского.
исполнении этнофолк-группы Германа и Клавдии Хатылаевых мы слышим музыкальную композицию «Дюхегей Аи». Однажды человек попросил отдать ему во владение небесный огонь, и боги отправили человеку грозного в Ордах Джессегея, огненно-гривого жреца Аи. Пронесся дикий Джессегей по серединному миру, всюду оставляя огненные следы копыт, ржанием своим устрашая, громоподобным топотом наводя ужас. Так боги Дюхегей Аи и Хотой Аи на сцене воздевают руки вверх и даруют людям чепрак и седло. Конское убранство, чепрак и седло – знак усмирения, приручения огненного коня, овладения его творящей силой. Во многих культурах огонь рассматривается как божественный дар, овладев которым человек обретает способность преобразовывать мир, становится создателем, то есть равным богам. Дюхегей Аи, солнечный бог-конь, одно из главных божеств, издревле особо почитаемых якутами, исконными коневодами. И вот сцена 5. Камлание. Не оступился человек. Громким стуком шаманского бубна принялся усмирять неистовое пламя. По всем 3 мирам проскакал, пролетел за огнем, до облаков поднимаясь, самые глубокие бездны опускаясь. Увидели боги упорство человека, восхитились, решили помочь обуздать гордого бога коня, послали человеку конское убранство. И устал огонь, утих, присмирел, покорился. Так небесный огонь стал земным, поселился в очаге человека, стал верным другом и помощником, открыл тайное знание, обучил магии и мастерства создавать грозное оружие и невиданную красоту. Кстати, Николай, вот шаманы – это ведь еще один бренд Республики Саха. Якутские шаманы известны во всем мире, и считается, что они обладают особыми знаниями, которые недоступны обычному человеку, и действительно владеют магическими силами. Шаманизм, как религиозное воззрение, предполагает одушевление всего окружающего мира, в котором все находится в тесной взаимосвязи, и человек предстает как часть природы и
космоса. Вообще, по верованиям шаманы, это посредники между людьми, духами и богами. Они способны перевоплощаться в различных существ, управлять стихиями, излечивать людей от болезней, отводить от них горе и различные напасти. При помощи огня совершать путешествия по мирам. Шаманы Камлая укращают, приручают небесный огонь, делают его земным, делают его своим помощником и хранителем. Добавим, что музыкальную композицию для картины «Шаманы» исполняет известная авангардная певица Валентина Романова-Чацкырой и импровизация камлани в исполнении артиста театра «Аланхо» Гаврилы Минкярова. Вы видели, как на поле появилось 16 девушек с кытья и березовыми ветками, и выполняли они пластическую композицию из прошения Илге. По сей день заветы, данные первому человеку, живут и передаются из поколения в поколение. По сей день человек, созывая всех жителей Серединного мира на священное празднество, и спрашивает благословения верхних, а и по священный кубок Чарон со словами благодарности к небу воздевает. По сей день, обустраивая место для встречи гостей, прежде дейбиром его очищает, устанавливает коновязи серьге, ставит нарядные ураса. По сей день, великое торжество затевая, прежде преклоняется огню.
лучшее убранство надевая, славит коня Джесёгей Аи, а через него и всех создателей. На поле идет обряд и спрашивание Илге, небесной благодати. Айқал айыллытым намалса. Үтік дөйді мүтчілері, істікірі сіңеріңірі. Азия дойдытын киеңенеттен, үтчат оғы кәскіл кәнчәрі, ұдуар ситем жоннор, өбігілер бі парақсаттар, ұтыян ұлықсой бұтытық мәні сирдерігер, өліен өрістардытығар, туйма дәбі қочатығар, сайсары бәкітілігар, тулурдарын, жулурдарын, бүдірүй бәтсі хүйақтарын, күн отын сылағын, тапталын, итиетін, илгетін кітті сетімнәрі, түмсен, тәрілен, сомуғылығын, ил әйтардын әрелер. Уужулай бытынан сесмейі бітінен тірінен тұра тірек бітігерділі, айыл қабыт үтіе сүйрәнен, ания дойдуттан ариян, сері сетереғен туомут олар оғын. Традиционно перед значимым событием у народов Якутии принято спрашивать разрешение высших сил. Только заручивших их благословением можно проводить широкие празднества, начинать важные мероприятия. Алгыс – это обращение к богам и духам. Произносит его особый человек, старейшина рода. Произнесение Алгыса – основная часть традиционного якутского праздника Исеах, после чего происходит всенародная встреча восходящего солнца, что знаменует собой начало Нового года. Сейчас мы видим сцену обращения Алгысчита к божествам. Алгысчит Иван Васильев. Господь Белый Создатель и вы, светлые Аи, настал день вашего поминовения. Я, созданный вами человек, даю перед вашими чистыми ликами обет свой. Заветы ваши не забывая, подносить вам жертвенную чашу, угощать через чистый огонь, вечно почитать через огонь солнца. Үйтмаған артық кітін арыян, жоллық ене күтіхілгіға түхән, қаз бірді кехірдөтінен етер бұлық күрдік ити сыласы ғынынан ғылжан, еннікілерін кәскілерін, ене көяларын, айымнылақ ұлықтырын алғыстақ тыындарын араңатчылы ғылжар болың ден, алғығынан тыынны бұд, айылқаға кирді бет, ұрахананы ұллық тұтты бұд, бағахананы өрі көтіқті бұд. Argıstar bolun, isteyen iççiler biyet, eğerde sılcanna, eğerde teken. Oroy ayha, oroy tosko. Uruy ayqal, uruy tusku, ayqal mishil.
Господь белый Создатель, и вы, светлые аи, настал день вашего поминовения. Я, созданный вами человек, даю перед вашими чистыми ликами обет свой, заветы ваши не забывая, подносить вам жертвенную чашу, угощать через чистый огонь, вечно почитать через огонь солнца. Ответом на произнесенный алгыс прилетают белые птицы, посланники небес. Сейчас на поле собраны все священные предметы, дары богов, культурные коды, которые не должны быть преданы забвению. Обладание ими, понимание их ценности и скрытого в них значения, словно ключ открывает нам двери в грядущее, которое представлено здесь как иное измерение, следующий уровень, достичь которого может только человек, носитель уникальной культуры, помнящий свои корни и устремленный в будущее. Саха болан сандарягын, күн күрдік күлімнеғын, орта тұру баран дойдуға, кен куяртан, сылғас тыны түхерен, жол бұтындар деғын. Уруй айқал! Уруй туску! Айқал мишил! Туско! Туско! Туско!
Вы видите, как выстраивается сейчас массовка на поле вокруг артефактов. Образуют они круги для встречи долгожданного огня. Все это говорит о том, что с минуты на минуту огонь игр прибудет на стадион Туймада, чтобы загореться в чаше и освещать спортивное состязание на протяжении всех дней игр. Ждем. Напомним, что по традиции огонь международных спортивных игр «Дети Азии» зажигается в самой высокой точке Якутии, на вершине священных Верхоянских гор в местности Кегелях, где, согласно преданиям, земля соединяется с небом. Огонь шестых международных спортивных игр «Дети Азии» был зажжен 29 марта 2016 года. Интересно, что церемония зажжения состоялась с соблюдением древних традиций. После испрашивания благословения у духов природы и обряда зажжения в ритуальном очаге Халумтан при помощи кремня и кресала огонь был передан мальчику, представителю детских спортивных игр. И вот звездные врата грядущего открываются. Через Артек на поле входят люди будущего, золотые люди.
Огонь игр, зажженный на самой высокой точке Якутии, на священных Верхоянских горах, прибывает на стадион Туймада имени Николая Тарского. Flame of the games lit on the highest point of Yakutia in the sacred Verkhoyansk mountains is arriving in the Toymada Мы уже Stadium. говорили о том, что церемония зажжения состоялась с соблюдением древних традиций. В течение 100 дней с момента зажжения и до церемонии открытия игр огонь был пронесен по всем улусам Республики Саха-Якутия, побывал в 220 населенных пунктах, преодолел более 30 тысяч километров. Всего в мероприятии было задействовано 450 тысяч человек. В эстафете огня протяженностью 6677 километров приняли участие 1740 бегунов. Факел с огнем игр через всю Якутию несли известные люди республики, лучшие спортсмены, члены сборной команды Республики Саха-Якутия, активисты, ветераны спорта и школьники. И надо сказать, что сам факел – это настоящее произведение искусства. Он выполнен в виде бивня мамонта, ископаемого богатства республики. Верхоянский улус. Хранитель огня международных спортивных игр «Дети Вот на Азии». беговой дорожке появляются спортсмены, один из которых несет факел. Факел игр «Дети Азии». Основной корпус покрыт узором с элементами герба всех улусов Республики Саха-Якутия. В центральной части расположена эмблема игр. И что интересно, Николай, факел был разработан с учетом сурового климата Якутии и способен гореть при температуре от минус 55 до плюс 50 градусов по Цельсию. Ему не страшны ни страшный холод, ни страшная жара. И вот огонь игр, зажженный в самой высокой точке Якутии, преодолев десятки тысяч километров, посетив все улусы нашей республики, прибывает на стадион Туймада. И все мы с вами приветствуем огонь 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Верхоянского улуса, бегуну-экстремалу, руководителю хранителей огня 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». The torch is passed to Dmitry Gorokhov, cross-country runner, honored citizen of Verkhoyansky district, the leader of the Guardians of the Flame for the 6th Children of Asia International Games. Огонь передается мастеру спорта международного класса по вольной борьбе, чемпиону первых международных спортивных игр «Дети Азии», чемпиону азиатских игр, призеру чемпионата мира, участнику 28-х и 29-х летних Олимпийских игр Леониду Спиридонову. The torch of the 6th Children of Asia International Games is passed to International Master of Sports in Freestyle Wrestling, champion of the 1st Children of Asia International Games. Ну а кто же все-таки зажжет огонь 6-х международных спортивных игр «Дети Азии»? Почетное право будет предоставлено серебряному призеру Дальневосточного федерального округа 2013-15 годов, чемпиону республиканского турнира игры Ботуров, серебряному призеру первенства России, серебряному призеру международного турнира Уйгулану Иванову. Огонь 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» зажигает серебряный призер Дальневосточного федерального округа 2013-2015 годов, чемпион республиканского турнира «Игры Ботуров», серебряный призер первенства России, серебряный призер международного турнира
Уйгулан Иванов. The honor of lighting the flame of the 6th Children of Asia International Games is given to Uygurlan Ivanov, silver medalist of the Far Eastern Federal District in 2013 and 2015, champion of the Republic's tournament, silver medalist of the Russian Championship, international silver medalist. Уйгулан Иванов сейчас в центре внимания, и, конечно, это память на всю жизнь. И вот наступает момент, которого все ждали. Долгожданный момент, которого ждут и спортсмены, и зрители, и жители нашей республики, и все, кто интересуется и болеет за спорт. Дети Азии зажжен. Flame of the 6th Children of Asia International. Еще раз хочется повторить эти слова. Огонь 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» зажжен. И мы поздравляем всех телезрителей с открытием 6-х международных игр «Дети Азии». озарит ее священные воды, как символ гармоничного сосуществования человека и природы на Земле ради будущего нашей планеты. The flame of the games is now heading to the Saisari Lake of Yakutsk. In a few minutes, the flame, born high in the mountains of Verkhoyansk, will illuminate its sacred waters, symbolizing the harmony of humanity and nature in the bright future of our planet. Сейчас звучит финальная песня «Дети Азии». Звучит она в исполнении Алексея Егорова, Руслана Тараховского и вокальной студии Алексея и Екатерины Егоровых. Ну а сейчас огонь игр «Дети Азии» отправится на озеро Сайсары, чтобы зажечься в его священных водах, провозглашая открытие праздника мира, дружбы и добра. Ради будущего нашей планеты, в знак объединения всех народов и культур, во имя мирного сосуществования человека и природы. Действительно, на озере Сайсары будет зажигаться огонь всех будущих игр «Дети Азии», независимо от места их проведения в любом регионе мира. Где бы ни проводились в будущем игры, в городе Якутске, столице региона, зачинателя Международного детского спортивного форума, всегда будет действо, символ сопричастности Якутии, ее жителей к играм «Дети Азии». Священное озеро станет ареной для красочного представления с элементами водного и огненного шоу. Ну что же, а полностью секреты этого шоу мы пока раскрывать не будем. Оставайтесь с нами, и вы это все увидите на своих телеэкранах.
Хочется сказать об официальном спонсором трансляции церемонии открытия 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Это ювелирная сеть EPL Diamond. Добавим, что официальными партнерами 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» являются акционерная компания «Алроса», финансовая агропромышленная корпорация «Якутия», акционерный коммерческий банк «Алмаз-Эргенбанк», открытое акционерное общество «Сургут-нефтегаз», открытое акционерное общество «Нефтяная компания Роснефть», открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» и государственное унитарное предприятие «Комдрагметалл». Праздник на стадионе, а огонь движется по направлению к озеру Сайсары. И пока это происходит, давайте вспомним о легенде этого священного озера. Да, давайте. Воспетое в былинах священное озеро Сайсары было местом поклонения Богу Аи-Тойон Тангара. В старину ценилось и почиталось это благодатное место у озерной глади, источник жизни и благоденствия. Как рассказывают, в тех местах паслись стада кобылиц с жеребятами. А когда день равнялся с ночью и наступало летнее солнцестояние, спускался с небес огненно-гривый конь-бог от Дёгюгэй. Говорят, было это в стародавние времена. Жил там Омогой-бай, господин со своим родом. И предопределено было легендарному Эляю взять себе дочь в жены и стать прародителем народа Саха. Элей – любимец и избранник божеств Аи, названный сын Аи-Тойон Тангара. Он предназначен был стать устроителем жизни, установителем порядка на серединной земле. Элей был кузнецом и плотником, анхасутом и алгасчитом. Он смастерил орудия для рыбной ловли и охоты на зверей, соорудил загоны и постройки для скота, развел дымокур от гнуса. Он сотворил ритуальный кубок Чорон для божественного напитка кумыс. Он поставил берестяную Могол-Ураса на берегу священного озера, на изумрудном холме и утвердился как хозяин на этой благодатной земле. Легендарный герой эпоса, прародитель Саха, Эляй-Ботур устроил в благодатной озерной долине, поросшей густой мягкой травой, невиданный доселе праздник Исех в честь наступления лета, желая воспеть величие, и обратился с молитвой к богу Аи-Тойон Тангара и божествам Аи, чтобы утвердить и прославить радость жизни, извечный ее круговорот. На праздник пришли все, приготовили изобильное угощение и терпкий кумыс, устроили скачки лучших жеребцов. Мужчины боролись, меряя силами, состязались в беге и прыжках. Женщины и дети танцевали и пели средь шумного ликования. Сказители пели былинные легенды о Ланхо, не смыкая уста днем и ночью. 3 дня и 3 ночи шел праздник. До рассвета не умолкал голос запевалы. Кружил якутский хоровод Асуохай. С тех пор народ Саха празднует ежегодный Исех по традициям, установленным прапредком Эляем. На исходе 3-го дня на рассвете поднял достославный Эляй-Ботур ритуальный кубок Чорон с кумысом, благословляя свой народ, и спросил благословения у бабушки-кормилицы Эбе. По сей день всякий значимый источник воды, реку или озеро ласково и почтительно зовут бабушкой-кормилицей Эбе. И вот самый, наверное, интересный момент. С воздетым кубком Чороном пошел Элей-Баатур по зеркальной глади озера. И в ответ на его громогласную песнь-просьбу Алгыс, будто огненные всполохи заблистали над водой гладью озера,
над водной гладью озера, и многие стоявшие там люди ахнули. Они увидели, как затрепетали, поднялись над водой навстречу восходящему солнцу языки пламени, в которых чудились людям стада огненно-гривых крылатых коней, и растворились в первых его лучах. Так гласит легенда, что дошла до наших дней, что ходил Элей-Ботур по глади озера, не тонув и в огне не горя. Давно жили те люди, а озеро продолжает лежать на том самом месте, безмолвно храня свои древние тайны и мудрые предания. Носит оно имя Сайсары, что в переводе с якутского означает «золотые искры восходящего солнца». И на благодатной Средней Земле, в средоточии светозарной долины Туймада, на берегу священного озера Сайсары построили они город изобилием всяким одаренный. И в память о предках-богатырях-кузнецах назвали то место земля Аланхо. Поздравляем с праздником дружбы и спорта. Желаем спортсменам, участникам предстоящих соревнований интересных состязаний, достойных соперников, новых друзей, ярких впечатлений и высоких побед. Let us all celebrate this festival of friendship and sport. Athletes, we wish you exciting competitions, fierce rivals and breathtaking victories. You will meet new friends and enjoy every minute of your story and the 6 children of Asia. Итак, дорогие телезрители, мы становимся живыми свидетелями исторического события. Впервые зрелище из разряда для избранных приобретает статус и масштаб народного праздника. Вы сами видите, сколько народу собралось здесь, рядом с озером Сайсары. Церемонию зажжения огня, кульминационный момент открытия спортивных игр, решено было перенести из пространства стадиона в черту города Якутска, на водную гладь озера Сайсары, по инициативе автора проекта Ариана Ермолаева. И вот жители города и гости столицы, которые собрались здесь, могут не только увидеть своими глазами огонь международных спортивных игр «Дети Азии», но и следить за происходящим на стадионе. Они следили за происходящим на стадионе благодаря прямой трансляции. Озеро Сайсары – историческое место. С ним была напрямую связана жизнь людей, пришедших сюда и поселившихся в этих краях. От его милости зависела их жизнь. Не случайно именно вокруг этого благодатного места образовался первый большой город – Якутск. Надо сказать, что благодаря празднику администрация города изыскала средства на очистку этого не просто исторического, а в прямом смысле сакрального места. Мы надеемся, что праздник напомнит людям историю этих мест, поможет бережнее относиться к удивительному щедрому дару якутской природы – озеру Сайсары. Ну что же, а первым факелоносцем является ветеран спорта Афанасий Егорович Алексеев, заслуженный работник физической культуры России и Республики Саха-Якутия, лауреат государственной премии имени Дмитрия Коркина, 17-кратный чемпион Якутии, 4-кратный чемпион Сибири и Дальнего Востока, серебряный призер России, серебряный призер Советского Союза по бегу на 5 и 10 километров. В свои 80 лет он занимается бегом и пробежал дистанцию в общей сложности, равную 270 тысячам километров. И если длина Земли по экватору составит 45 тысяч километров, то получается, что он мог бы обогнуть планету в 6 раз. Замечательно. А второй факелоносец – спортсменка Николаева Изумира Николаевна, старший инструктор управления физической культуры и массового спорта, мастер спорта по северному многоборью, многократная чемпионка и призер республики по легкой атлетике и северному многоборью.
наступает момент, о котором мы говорили в самом начале нашей трансляции. Вот как все это будет. Еще раз напомним, что до сегодняшнего дня все это было покрыто тайной. И вот что сейчас произойдет, вы увидите в прямом эфире. А мы еще раз напомним, как в легенде Элей-Баатур по зеркальной глади озера прошел, и люди ахнули. Элей-Баатур шел по глади озера, не тонув и в огне не горя. Вот она, легенда, вернулась спустя много веков в наши дни. Итак, мы видим, как легендарный Элей-Баатур, прародитель народа Саха, идет по водной глади озера и останавливается посреди него. Андрей Борисов. Главный режиссер, заслуженный деятель искусств республики Сергей Потапов. Главный балетмейстер, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Людмила Антипина. Главный художник Михаил Егоров. Костюмы Сарданы Федотовой. Сценарий Татьяны Егоровой, Гелы Красильниковой, Алексея Константинова. Музыка Иннокентия Сивцева, Моисея Кобякова, Алексея Гурьянова. Режиссер И вот пошел огонь. Калинин. Ну что, дорогие друзья, И зажжен огонь шестых международных огонь спортивных на игр священном. «Дети Азии». Ура! 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 Грандиозное зрелище. Ура! Ура! Те года, когда игры, очередные игры будут проходить вне нашей страны, вот так же будет загораться в день открытия игр в той же Монголии и будет гореть на протяжении всего времени, пока в Монголии будут проходить очередные, уже 7-е по счету детские игры. Я бы их назвал детскими Олимпийскими играми «Дети Азии». В программе приняли участие Мы видим, как загорелось огненное кольцо, огненный обод вознесся из водной глади на высоту и превратился в чашу. Иван Васильев, Далан, Алексей Егоров. Да, мы стали свидетелями необычайного чуда. Мы ждали его, и оно свершилось. Группа ТТ, Лавки и Германа Кадылаевы. Рок-группа «103». Молодежно-подростковый центр «Автобус радости». Образцовый коллектив России, народный ансамбль танца и песни
Ассоциация черлидинга Республики Саха-Якутия. Государственная филармония Республики Саха-Якутия. Артисты Саха-академического театра имени Платона Аютского. Театра Олонхо. Государственного академического русского драматического театра Александра Пушкина. Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева. Подходит к концу наша трансляция, завершается торжественная церемония открытия 6-х игр «Дети Азии». Мы прощаемся с вами, но ненадолго, поскольку уже завтра будут продолжаться соревнования, будут они длиться в течение долгого времени и завершаться только 16 июля. Всех приглашаем смотреть наши регулярные трансляции на наших каналах, а также посетить спортивные объекты, где будут сражаться совсем еще юные спортсмены. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. С вами были Саргылана Антонова и Николай Попов. Итак, дорогие друзья, огонь международных спортивных игр «Дети Азии», спущенный с вершин Верхоянских гор в долину Туймада, загорелся над священной гладью озера Сайсары. Еще раз мы приветствуем юных спортсменов на якутской земле и желаем им достойно представить свою страну на 6-х международных спортивных играх «Дети Азии». Пусть предстоящие игры станут для всех участников началом пути к вершинам спортивных достижений. Всего вам самого доброго. Да, И с этими свидания. самыми искренними пожеланиями мы прощаемся с вами. До свидания. Предстоящие игры станут